Здравствуйте, Ираклий Вахтангович. Наш первый вопрос связан, конечно, с тем, что для вас является главными итогами прошедшего раунда дискуссий. Я прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших коллег с абхазского телевидения за то, что вы проявляете интерес к внешнеполитической деятельности и к женевским дискуссиям в частности. Ну, если говорить о самих дискуссиях, то у нас состоялся 57-й раунд, это первый раунд в этом году. Вы знаете, что у нас возникли достаточно серьезные проблемы с проведением раундов. В прошлом году фактически тот режим работы, который у нас сохранялся долгие годы, он был прерван. В прошлом году из 4 запланированных раундов был проведен лишь один. В этом году вот мы возобновили, скажем так, этот процесс, и нам удалось совместными усилиями провести 57-й раунд. Если говорить о каких-то ожиданиях, то с точки зрения принятия каких-либо политических решений, конечно, этого не произошло, но это, в принципе, было ожидаемо. Вы знаете, что долгие годы мы обсуждаем ключевой вопрос, связанный с безопасностью, безопасностью как региональной, так и с безопасностью на местах. Если говорить о региональной безопасности, то здесь ключевое значение приобретает документ о международных юридических гарантиях о неприменении силы. Мы долгие годы пытаемся согласовать текст этого документа, но, к сожалению, в результате такой принципиальной, скажем так, позиции грузинской стороны мы не можем приступить даже к обсуждению этого документа. Проблема заключается в том, что данный формат носит достаточно такой размытый характер, я об этом уже много раз говорил, но могу повториться еще раз. То есть вы знаете, что этот формат был образован после известных событий 2008 года, в результате так называемых договоренностей Медведева-Саркози, и в частности в соответствии с 6 пунктом, в котором сказано о необходимости обеспечения прочных гарантий безопасности для Абхазии и Южной Осетии. Вот в соответствии с этим документом был сформирован Женевский процесс нынешний, и мы приступили к дискуссиям, скажем так, в рамках этого процесса. Но проблема заключается в том, что в отличие от предыдущего переговорного процесса, который у нас длился с 1993 по 2008 год, там мы обладали статусом стороны. То есть было четко обозначено, что Абхазия и Грузия являются сторонами конфликта, и переговорный процесс проходил под эгидой ООН и при посредничестве ряда других государств, среди которых была Россия, США, Франция, Германия и Великобритания. Нынешний процесс, он не имеет таких четких границ, у него достаточно размытые рамки, нет четкого определения, кто является сторонами конфликта. Ну, скажу вам так, мы все там присутствуем в качестве экспертов, если можно так сказать. Несмотря на то, что там туда приезжают официальные делегации, да, вот, с нашей стороны, с абхазской стороны участвует МИД, с грузинской также представители МИДа возглавляют, в частности, заместитель министра иностранных дел. Российская делегация представлена МИДом. Но, тем не менее, этот формат, он такой, может быть, даже нельзя его полноценным переговорным назвать, это скорее дискуссионная площадка. Так вот, проблема в том, что Грузия отказывает, мы настаиваем, мы, наши партнеры из Российской Федерации, из Южной Осетии, мы настаиваем на том, что именно Грузия совершила агрессию, в результате чего именно Грузия должна взять на себя юридические обязательства о неприменении силы. Но грузинские коллеги, скажем так, они пытаются подменить понятия, пытаются переложить ответственность за собственные действия на других участников и пытаются таким образом придать существующим противоречиям российско-грузинский характер. Мы, конечно, мы и наши партнеры с такой постановкой вопроса категорически не согласны. Мы считаем, что договор о международных гарантиях неприменения вооруженной силы должен быть подписан между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Ну вот это, пожалуй, главная суть наших противоречий.
которая не позволяет нам долгие годы приступить к обсуждению этого важного, с нашей точки зрения, документа. Но, с другой стороны, мы знаем, что женевские дискуссии, они гораздо шире, да, по своему формату, и вы там рассматриваете несколько вопросов, в том числе какие-то гуманитарные вопросы, да. Еще у меня такой вопрос, вот я, естественно, читала всякие вот и ваши интервью, и то, что написал МИД России, и вот опять-таки затрагивалась вот эта тема механизма по предотвращению инцидентов в Галле, да. Вот мне вот особо интересно, это уже много раз поднимается эта тема, что нужно возобновить работу этого механизма, но непонятно, с чем связано сопротивление грузинской стороны. Вот в чем тут суть? Ну да, действительно, у нас существует такой механизм по предотвращению и реагированию на инциденты. Этот механизм является частью женевских дискуссий, но, к сожалению, на протяжении нескольких лет он не функционирует. Мы в прошлом году выступили с односторонними инициативами, где через посредников предложили грузинской стороне, невзирая на все наши противоречия и некоторые вопросы в повестке дня, которые вызывают у нас определенную настороженность. Тем не менее, мы предложили все-таки возобновить этот процесс, учитывая то, что этот формат призван решать вопросы на местах и препятствовать любой эскалации в приграничной зоне. Но учитывая ту напряженность, которая, безусловно, царит в нашем регионе, мы считаем, что этот формат необходимо возобновлять, он очень важен. Вот мы выступили с такими предложениями, передали их через посредников, в частности, через представителей ООН. Достаточно долго мы ждали какого-то реагирования со стороны наших грузинских оппонентов. Но в итоге вот на прошедшем раунде мне удалось пообщаться с главой грузинской делегации. Хочу вам сказать, что у нас возникли, скажем так, проблемы технического характера. Связаны они с тем, по каким документам, связаны они с процедурой пересечения государственной границы, и в частности, по каким документам грузинская делегация будет пересекать государственную границу. Ну, мы настаиваем на том, что они должны это делать в соответствии с действующими у нас нормами, то есть по заграничным паспортам. Грузинские участники настаивают на том, что они хотели бы пересекать границу по так называемым ID-картам, ну, то есть по внутренним паспортам, чтобы дать тем самым понять, что они не пересекают границу, а находятся внутри Грузии. Для нас это неприемлемый подход. Находясь в поисках путей выхода из этого кризиса, мы предложили другой вариант, который предусматривает проведение формата МПРИ на некой нейтральной территории. Тем более, что, как мы выяснили, в Междуречье, в Галском районе, на реке Ингур есть некие такие островные, что ли, образования, где можно, которые носят нейтральный характер, где можно было бы теоретически провести этот формат. Мы выступили с таким предложением, но, к сожалению, грузинская сторона отвергла и эти наши предложения. То есть они продолжают настаивать на том, что они должны приехать в город Гал и пересекать государственную границу исключительно по их внутренним документам. Вот в этом кроется суть наших сегодняшних противоречий. И еще один вопрос, который, думаю, многих интересует. Обсуждали ли вы на этой встрече, на дискуссиях то, что сейчас происходит внутри Грузии, да, вот протесты, которые мы недавно наблюдали, и вот возможность каких-то вот все эти высказывания, да, вот лозунги, которые там произносились, скажем так, с трибун, вот было ли это обсуждение вот этого вот этих проблем? Ну, грузинская сторона пытается избежать обсуждения подобного рода вопросов, но я в своем выступлении обратил особое внимание на все эти процессы. Конечно, мы за ними следим, за внутриполитической ситуацией в Грузии, и она нас продолжает настораживать, скажем так. Ну, буквально вчера, вы знаете, прошел очередной митинг или крупное собрание, не знаю, как его назвать, где также звучали различного рода лозунги, выкрики там, и так далее, где вспоминали и нашу республику, и Южную Осетию. Поэтому это все не может не настораживать.
Да, безусловно, эта тема поднималась, мной была поднята эта тема. Мы заявили о том, что мы внимательно, повторюсь, следим за внутриполитическими процессами, и мы обратили внимание на различные громкие заявления видных общественных и политических деятелей Грузии, в основном оппозиционного толка, которые фактически, ну, открыто призывают к открытию так называемого второго фронта. То есть они пытаются оказать тем самым некую поддержку Украине, своим союзникам на Украине, и фактически не скрывают своего желания развязать здесь очередной конфликт уже в нашем регионе. Мы исходим из того, что вот эти внутриполитические процессы, которые происходят в Грузии, они потихоньку начинают приобретать такой внешнеполитический контекст и внешнеполитический характер. Естественно, это угрожает нашей национальной безопасности. Мы обратили внимание на все эти процессы, на внимание посредников на эти процессы. Ну, хочу вам сказать, что господин Тойву Клар, который возглавляет делегацию Евросоюза, он от своего лица выступил с заявлением и заверил, что Европейский Союз, по крайней мере, не заинтересован в, скажем так, открытии так называемого второго фронта, не предпринимает никаких и не будет предпринимать никаких шагов для того, чтобы здесь произошла какая-либо эскалация напряженности. Ну, в принципе, аналогичные заявления, можно сказать, сделали и грузинские участники. Но вопрос в том, насколько можно доверять этим заявлениям, он, конечно, остается таким риторическим, можно сказать. Потому что, ну, практика показывает, в наших взаимоотношениях мы достаточно часто сталкивались с тем, что грузинские высокопоставленные политики брали на себя определенные устные обязательства, делали громкие заявления относительно неприменения силы, но затем ситуация развивалась несколько иначе. Я один еще хотел бы отметить важный вопрос, который мы регулярно поднимаем, и на прошлом раунде об этом говорили. Ну, вы знаете, что работа у нас идет в двух группах. Первая занимается вопросами безопасности, вторая гуманитарными вопросами. Вот с точки зрения гуманитарных проблем для нас высокую актуальность сохраняет проблема, связанная со свободой передвижения для наших граждан. Да. Я имел возможность провести двухсторонние встречи и с сопредседателями, и с главой американской делегации, и перед ними в очередной раз обозначил эту проблему. Ну, вы знаете, что в Абхазии есть определенная категория людей, которые обладают исключительно абхазским гражданством и не имеют второго гражданства, да, российского. Это в основном люди молодого возраста, студенческого возраста, которые фактически полностью лишены какой-либо возможности передвигаться по миру, получать образование, путешествовать, получать, если необходимо, медицинскую помощь и так далее, и так далее. Вот мы считаем, что это очень серьезная гуманитарная проблема, которую необходимо как можно скорее решать. И именно поэтому мы призвали и продолжаем призывать наших западных партнеров, если их можно так назвать, к тому, чтобы они приняли какие-то решения для преодоления этой проблемы. Ну, нам все обещают как-то разобраться в этом вопросе, но, честно говоря, я пока не вижу каких-то серьезных намерений, серьезного желания решать эти вопросы. Хочу заметить, что мы неспроста об этом говорим. В международной практике, в международных отношениях такие прецеденты уже существуют, когда государства, не являющиеся членами ООН и не имеющие, скажем, признания от каких-то других стран, тем не менее они обладают возможностью передвигаться по своим паспортам. Ну вот, в частности, есть пример Косово, это достаточно яркий и близкий нам пример. Вы знаете, что многие страны Евросоюза, практически все страны Евросоюза признали независимость Косово, но есть такие страны, например, как Испания, Греция и ряд других стран Европейского Союза, которые не признают независимости Косово по своим внутренним причинам. Тем не менее, правительства этих стран официально объявили о том, что для решения гуманитарных вопросов, связанных со свободой передвижения, они будут признавать паспорта Косово в качестве документа для передвижения и проставляют визы своих стран в эти паспорта. Вот примерно такую же практику мы просим применить в отношении абхазских национальных паспортов. Ну, это отличная инициатива, и хотелось бы надеяться, что она когда-нибудь будет рассмотрена. Ираклий Вахтангович, большое вам спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы.